Салям, дуслар! В литературном русском языке около 150 тысяч слов. Именно такое количество зафиксировано в Большом академическом словаре русского языка. Вопрос: много это или мало? Сказать сложно. Например, количество зафиксированных словарями слов английского языка примерно в 3 раза больше. А известно ли вам, что в эти 150 тысяч слов в разное время перекочевало очень много слов и выражений из татарского языка? И это неудивительно. Татары и русские столетиями жили бок о бок и всегда охотно делились друг с другом предметами обихода, обычаями или словами. Обо всем по порядку. В нашей программе такой татарский русский. На бахче царица ягод, очень сладкая на вкус. Все ее прекрасно знают. Эта ягода? Правильно! Кто из нас не любит арбуз? Это сочная, сладкая, ароматная ягода с давних пор является излюбленным лакомством любого. Этот продукт созревает в конце лета на бахче. К слову, бахча тоже заимствовано из татарского языка и означает «огород бахча». А арбуз — это заимствование из тюркских языков, где есть слово «карпуз» — арбуз. А русская форма «арбуз» восходит к татарским диалектам типа касимовского. Согласно этимологическому словарю русского языка, изначально в форме с буквой «х» «харпуз» пришел к нам из персидского «харбуза» — дыня, а дословно, что бы вы думали, ослиный огурец. Все дело в том, что в иранских языках слово «осел», присоединяясь к другим существительным, придает им усилительное, увеличительное значение. Например, хармуш — осел-мышь. Это крыса. Харсанг — осел-камень. Каменная глыба. Поэтому и харбуза следует понимать как огурец величиной с осла. Огурчище. Из восточных языков через русский, татарский и арабский языки слово «арбуз» легко перекочевало и в западноевропейские языки, такие как немецкий, английский, французский, и другие. Но чем же нам ответил Запад? Конечно же, в качестве обратного жеста Запад отправлял нам свои слова, которые также крепко укоренились в великом и могучем. Так, относительно недавно, в начале XVIII века, к нам из голландского языка пришло слово «абрикос». Когда абрикос сорвали с дерева и высушили, тут же пригодилось другое татарское слово — «өрек», «урюк». А когда урюк обескостили, то есть вынули косточку, из него получилась отличная куряга, от исконно татарского «куряга». Русский и советский лингвист Дмитрий Николаевич Ушаков пишет, что слово «курага» образовано от тюркского «куру» — «сухой». Так со временем пополнялась фруктовая коллекция слов русского языка. Как гласит этимологический словарь Николая Максимовича Шанского, даже слово «изюм» заимствовано из татарского языка, так еще в далеком XVI веке. Однако «изюм» по-татарски означает «виноград». А в русском языке слово приобрело несколько иное значение — сушеный виноград. Это объясняется тем, что изначально данный продукт поступал в Россию только в сушеном виде. Вот такой вот интересный татарский русский у нас получился сегодня. Яңа очрашуларга хәтле. Сау булыгыз!